17 счастливчиков. Именно так студенты факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета прозвали своих однокурсников, которым выпала возможность съездить в телецентр Останкино, подняться на Останкинскую телебашню и посмотреть, как работает коллектив федерального телеканала «Россия. Культура». Что полезного для себя из пресс-тура в Москву вынесли начинающие журналисты, расскажем в нашем сюжете. Мимо здания ВГТРК на Шаболовке проходили многие, но вот с кухней телевизионщиков знакомы единицы. Вот и будущих журналистов без краткого ликбеза внутрь сразу тоже не пустили. Сигналы радиопрограмм доходили вплоть до самых отдаленных уголков городов Советского Союза. Вот в этом Варваринском сиротском приюте находилась радиовещательная комнатка. Варваринский сиротский приют был построен в конце 19 века. В роли экскурсовода Анастасия Павлова. Она выпускница факультета журналистики ЧГУ. Последние 8 лет работает на телеканале «Культура». Понятно, про то, как создаются сюжеты и программы, опытный журналист может рассказывать часами. Приехали со съемки, вот вы начитали в техаппаратных закадровый текст, и уже у вас все готово, можете приступать к склейкам. Собираете сначала рыбу, а потом на каждый ваш закадровый кусочек накладываете фрагменты видео. Будущим журналистам, конечно, было интересно все. Но главное их удача – посмотреть, как проходит прямой эфир. Одно дело сидеть по ту сторону монитора, совершенно другое – оказаться, что называется, в гуще событий. Ребята сделали вывод, какой бы экстренной ни была новость, с колес в эфир ее выдают всегда профессионально, четко, выверенно и без суеты. Телевидение – это все-таки дело командное, где каждый знает свое дело. Я узнала, как создаются сюжеты, как их монтируют профессионалы. Мы посмотрели на архивные данные, что было не менее интересно. Кроме этого, мы поговорили с ведущим эфира, который рассказал о некоторых полезных лайфхаках для журналистов. Что тоже, мне кажется, очень полезно нам, как будущим журналистам. Для себя в профессиональном плане я отметил некоторые моменты. Это, например, то, что необходимо все-таки больше стараться, пробовать себя в чем-то новом, учиться монтировать, учиться писать и вообще делать все, что угодно, чтобы просто как-либо продвигаться дальше. А куда двигаться после окончания вуза студентам тоже показали. В телевизионном центре Останкино они увидели, как в студиях идет процесс съемки популярных передач сразу нескольких федеральных каналов. Учитывая, что ребята получают профильное образование, они вполне могут стать частью творческой группы, заверила принимающая сторона. Для этого просто нужно набраться немного опыта. Следующая точка на карте маршрута – музей истории телевидения. Степашку и Филю из программы «Спокойной ночи, малыши» студентам разрешили подержать в руках. А еще посмотреть на подарки гостей шоу-программы «Поле чудес». Сувениры из Чувашии там тоже есть. Дальше по курсу высочайшее сооружение в Европе – Останкинская телебашня. Если ветер достигнет 19 метров, то лифты вовсе встанут. Продуманная система безопасности и выверенные геометрические пропорции. К слову, лицезреть архитектурные сооружения из бетона могут не только москвичи, видят его и жители подмосковных Химок или Щелково. Будущие журналисты взобрались на высоту 337 метров. Там расположена одна из смотровых площадок. Насытившись видами Первопрестольной, каждый загадал желание в следующий раз подняться на телебашню уже в статусе сотрудника федеральной телекомпании. Евгения Зиновьева, Вести Чувашия.